Участник под номером 2 Урал Янигулов, географический факультет. Участник под номером 3 Вадим Ярмухаметов. Участник под номером 4 Александр Поезжалов, институт права. Участник под номером 5 Айдар Асланов. Участник под номером 6 Артем Поминов, педагогический факультет Сибайского филиала Башгу. Участник под номером 7 Артур Габасов. Участник под номером 8 Руслан Зиязов, социально-гуманитарный факультет Бирского филиала Башгу. Давайте еще раз поаплодируем всем участникам конкурса «Мистер Башгу 2018». Так, наши участники никуда не уходят, а мы выходим в зал. Похлопайте, пожалуйста, да, всякое случается. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые преподаватели и студенты, дорогие зрители и родители участников и конкурсантов. Мы рады приветствовать вас в этом уютном зале на конкурсе «Мистер Башгу 2018». Спустя много-много лет конкурс мужества и таланта возвращается в стены Башкирского государственного университета. Участники, которых вы видите за нашей спиной, проделали долгий путь упорной работы. Проходили кастинг, снимали видео, занимались в модельном агентстве, были на уроке ораторского мастерства и фотосессии, участвовали в спортивном дне. И все для того, чтобы определить, кто из них достоин носить почетное звание. И вам добро пожаловать на конкурс «Мистер Башгу 2018». Дорогие друзья, с приветственным словом на сцену приглашается начальник управления по воспитательной работе Башкирского государственного университета Муратова Венера Нажиповна. Мужчин я растерялась, извините. Я на айфоне даже красивее стала. Дорогие студенты, родители, преподаватели, впервые за много лет Управление по воспитательной работе решил провести конкурс «Мистер Башгу», потому что мы знаем, что наши ребята самые красивые, самые сильные, самые умные, самые деловые, на них можно положиться. И мы знаем, что за них идет большая борьба среди студенток из других вузов. С сегодняшнего дня я объявляю открытым борьбу наших студенток БГУ за наших ребят из БГУ. И всегда напоминаю, здесь сидят мои студентки, они знают, что я скажу. Я напоминаю вам, по последней переписи 2010 года, я не знаю, статистика показала, что в Российской Федерации на 15 миллионов лишних женщин трудоспособного и детородного возраста. Поэтому, девушки дорогие, если вам уже больше 19 лет, вы в конкурентной среде, и вам уже достается на 15 миллионов меньше мужчин, чем тем, кому до 19. Вам есть за кого вести борьбу. Мальчики, я вас уже заранее люблю, потому что я вижу столько девушек, которые специально с утра пропустили занятия, делали прически, красились ради вас. Я надеюсь, что вы заслуживаете того, чего вы сегодня получите. А Управление по воспитательной работе надеется, что данный конкурс станет традиционным. И из года в год мы будем привлекать самых лучших мужчин нашего университета. Пока я сюда шла, мне уже один магистрант схватил за ногу и сказал, почему магистрантам нельзя участвовать. Мы сделаем магистрантом, мы сделаем аспирантом, дойдем до преподавателей, дойдем до серебряного возраста. Мистер Башгу – это лучший конкурс Башгосуниверситета. Я вас всех приветствую. Ну что же, дамы и господа, мы уже поприветствовали наших участников на этой сцене. Давайте громогласными аплодисментами проводим их готовиться к следующему дефиле.
Ну что же, команду наших замечательных парней вы уже увидели, и теперь самое время услышать команду болельщиков. Болельщики, вы же в зале. Однако в зале присутствует еще одна команда, без которой этот конкурс был бы невозможен. Это команда нашего многоуважаемого жюри. Итак, сегодняшний конкурс судят вице-мисс студенчества России 2017, мисс Perfect Beauty of University 2018 Зухра Мухарямова. Телеведущий телеканала «Вся Уфа» и основатель компании «Галерея Групп» Елена Шарифуллина. Руководитель модельного агентства «Мисс Башкортостан» Луиза Закирьянова. Следующего участника жюри надо представить особенно. Дело в том, что я, ну и я думаю, как и многие из вас, сидели в этот момент на арене и либо по телевизору наблюдали за этим историческим событием. Итак, чемпионы России по хоккею в составе хоккейного клуба «Салават Юлаев». Здесь уже должны начинать раздаваться аплодисменты. Двукратный чемпион России по хоккею, мастер спорта Руслан Нурдинов. Кроме того, сегодня в жюри генерал-майор полиции, доктор юридических наук, проректор по экономике и социальному развитию Башкирского государственного университета Мухаммедшин Фаим Баязитович. Ваши громкие аплодисменты. Желаем принятия легкого и справедливого решения, а участникам конкурса удачного выступления. Организация конкурса – это слаженная работа многих структур. Безусловно, проект не мог состояться без помощи наших партнеров. Выражаем благодарность нашим спонсорам и партнерам. Промо-группа «Лайф». Студенческий клуб управления по воспитательной работе Башкирского государственного университета. Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Башкирского государственного университета. Также наши партнеры. Танцевальный коллектив «Атмосфера». Модельное агентство «Мисс Башкортостан». Барбершоп Седов. Барбершоп Седов – это то место, где чтят высокий уровень сервиса и отличное качество услуг. Аплодисменты. Автошкола «Эмма» предоставляет высококачественные образовательные услуги по управлению транспортными средствами категории А и Б. Также наш партнер кофейня «Кофе Кап». До Нового года отличная выгода. Получаете напитки через приложение «Кофе Кап» в лучших заведениях города с огромной скидкой. Например, чашка капучино, латте, раф, айс кофе и многое другое в подарок при покупке абонемента 2+1 за 220 рублей. Это значит, обращаюсь я к тебе, один кофе стоит всего лишь 73 рубля. Совершенно верно. А следующим спонсором становится Ольга Жабрук. Это украшение из натуральных камней. Кроме того, можно поаплодировать, конечно. Кроме того, партнером нашего конкурса является сеть суши-баров Фудзияма. Фудзияма здесь готовят суши, которым доверяют. Международный бренд одежды, где для каждого покупателя подбирают индивидуальный дизайн с картой его родного края. Также нашим спонсором и партнером является Fly Park. Fly Park – территория, свободная от гравитации. Спасибо. Квест игры разума дарит уникальную возможность испытать азарт и кураж от настоящей игры. Откройте дверь в мир приключений, восторга и адреналина. Если вы хотите не только весело, но еще и умно провести время и заставить свои мозги поработать, приходите на мозгобойню. Интерактивная и интеллектуальная игра для вас и ваших друзей. Карамель Рум – это классический десерт для всей семьи в новом, уникальном исполнении. Также наш партнер – это квест Пандора, один из первых квестов в реальности в Уфе.
GMR-Shop – это искусство, созданное руками. Любая одежда, предмет интерьера или что угодно может преобразиться с помощью ручной вышивки. Также наши партнеры одни из самых захватывающих квестов города Уфы. Quest Gaming. Хорошие бабочки представляют эксклюзивные бабочки для создания законченного образа для вечеринки, торжества и прочих событий в вашей жизни. И, конечно же, наш партнер – это студия подарков Handcraft Store. С полным списком наших партнеров вы можете ознакомиться в группах ВКонтакте промо-группы Live и группе Мистер Башгу 2018. Кроме того, нашими партнерами являются Правком ТВ! Здесь надо отметить, что все фотографии и видео с сегодняшнего прекрасного конкурса вы сможете найти в группе Правком ТВ ВКонтакте. Этому тоже можно поаплодировать. Многие знают, что до того, как прийти и начать участвовать именно в сценических конкурсах, наши ребята проходили большой этап подготовки. Вот одним из этих этапов была фотосессия. Я думаю, вы уже ознакомились с фотографиями ребят. Если кто уже видел, похлопайте, пожалуйста. Конечно же, мы бы не могли обойтись без нашего партнера фотостудии Дневного Света «Фотопарк». И, конечно же, выражаем благодарность фотографу Аиде Асадулиной. И давайте еще раз всем нашим партнерам громко поаплодируйте, пожалуйста. Итак, а я заглядываю за кулисы. Готовы, ребята? Все готовы? Вроде как готовы. А теперь самое время сказать несколько слов о нашем сегодняшнем конкурсе. Как я уже упомянул, этот конкурс начался не сегодня. Сначала ребятам предстояло преодолеть сито видеоотбора. Со всеми видеовизитками вы сможете также ознакомиться в наших группах в социальных сетях. Кроме того, вчера в нашем спорткомплексе ребята провели спортивные состязания. Небольшие спортивные турниры, в результате которых мы выяснили, какие же участники являются самыми спортивно подготовленными. Все эти результаты идут в зачет сегодняшнего конкурса. Сегодняшний же конкурс будет состоять из нескольких этапов. Первый этап – общий танцевальный номер, который вы только что с удовольствием посмотрели. Далее вас ждет дефиле, а сразу после него интеллектуальный конкурс. Самые хитрые и провокационные вопросы от ведущих. Посмотрим, как парни с ним справятся. Сразу после этого вы увидите творческие номера участников. Конкурсанты предстанут перед вами в различных творческих жанрах. Вокал, хореография, поэзия, оригинальный жанр. Вам точно будет на что посмотреть. А завершит конкурс вечернее дефиле в смокингах. Ну что, думаю, вот после этого возгласа все точно готовы. А теперь мы с удовольствием объявляем дефиле конкурса «Мистер Башгу 2018». Внимание на сцену! Встречаем наших смелых участников! Давайте еще раз поаплодируем нашим участникам. У нас
нашим участникам. Кроме того, я просто не могу не сказать, что победитель конкурса «Мистер Башгу 2018» примет участие в конкурсе «Мистер и Мисс Студенчество», где представит наш с вами университет. Этому тоже можно поаплодировать. Ну что же, вот и подошел тот момент, когда мы не только полюбуемся на внешние данные участников, но и протестируем их интеллектуальный уровень. Конкурсанты будут приглашаться к микрофону согласно порядковому номеру и отвечать на вопросы ведущих. Вы, дорогие зрители, также сможете оценить то, насколько полно тот или иной участник раскрыл ответ на заданный вопрос. Итак, приглашаем к микрофону участника под номером 1. Добрый вечер. Титул «Мистер Башгу» предполагает большую ответственность. Как по-вашему, что это будет за ответственность и как вы намерены с ней справляться? Спасибо за вопрос. Я чуть-чуть волнуюсь, поддержите меня. Титул Башгу представляет собой очень такую ответственность. Каждый человек должен ответственность за свои деяния. Он должен быть самым лучшим. Титул «Мистер Башгу» должен обладать тот самый человек, на которого могут положиться в ту или иную ситуацию. Я думаю, я ответил на вопрос очень некорректно, но ладно. Спасибо большое. Проходите, пожалуйста, на свое место на сцене. Спасибо. Итак, приглашаем участника под номером 2. Если бы вам сказали, что нужно прорекламировать свою страну, Россию, из каких 5 слов состоял бы слоган? Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Я считаю, что Россия — это самая-самая классная, красивая, лучшая, военно оборудованная и, конечно же, демографически лучшая. Вот. Еще там живут красивые люди, например, мои мужественные люди, добрые и гостеприимные. Спасибо. Спасибо. Можешь пройти на свое место. Проходите, пожалуйста, на свое место на этой сцене. И я обращусь к нашим дорогим болельщикам. Дело в том, что ребятам сейчас нужно готовиться к следующему конкурсу, к очень сложному творческому конкурсу. Поэтому я предлагаю участника под номером 1 и участника под номером 2 под ваши овации проводить, готовиться. А мы приглашаем к микрофону. Если бы вам предложили улучшить мир, избавив его от одной единственной вещи, от какой вещи вы бы избавили мир, чтобы его улучшить? Спасибо за вопрос. Я думаю, то, что сейчас главная проблема этого мира – это война. И я бы избавил этот мир от ядерного оружия, потому что все мы знаем, чем это может нам грозить. Спасибо. Спасибо большое. Приглашаем участника под номером 4. Итак, как вы считаете, что теряет человек, становясь взрослым? Какое утраченное детское качество вы хотели бы вернуть? Большое спасибо за вопрос. И я думаю, ответ в данном случае может быть для кого-то очевиден.
а для кого-то нет. По моему мнению, человек, когда становится взрослым, теряет некоторую степень свободы. Свободу творческую. Вы представьте, человек в детстве несуразен. Вот кто скажет ребенку: не надо, нельзя так делать? Ну, все скажут «да», а ребенок послушает? Нет, не послушает. В том-то и дело. Ребенок непосредственный, он креативен. И, может быть, человек, становясь взрослым, теряет креативность. Как это ни печально, но зачастую это так. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Позвольте пригласить к микрофону участника под номером 5. Научная фантастика рассказывает нам о разных ноу-хау, которые будут изобретены и доступны в будущем. Летающие машины, метро, в космос и многое-многое другое. А какое невероятное изобретение вы хотели бы получить прямо сейчас? И как бы вы его использовали? Добрый вечер, уважаемые жюри и любимые зрители. Но однозначно я бы хотел сказать то, что это был бы браслет телепортации. Чтобы успевать делать много дел одновременно. Переместился туда, переместился сюда, чтобы везде все успевать. В принципе, на этом все. Спасибо. Спасибо. Приглашаем участников под номером 6. Каким вы себя видите через 25 лет? Благодарю за вопрос. В 5 лет я сказал своей маме, что я стану артистом. Через 10 лет я себе поставил цель, что примерно в 35 лет стану народным артистом России. Следовательно, примерно через 25 лет я буду служить в Московском художественном театре. Приглашаем к микрофону конкурсанта под номером 7. Ювелиры ценят бриллианты за твердость и чистоту. А какие качества в окружающих людях цените вы? Спасибо за вопрос. Добрый вечер, дорогие зрители. И, наверное, самые ценные качества в человеке — это, в первую очередь, я рассматриваю близких людей. Это честность, потому что если между людьми нет доверия, то такие отношения, на мой взгляд, ни к чему не ведут. Во-вторых, я считаю, что для нас, для мужчин, поаплодируем тем, это, конечно же, мужество, потому что парни без мужества — это, наверное, не парни. Девочки согласны? Девочки согласны. И для девушек, я думаю, главное качество — это вовсе не красота и не интеллект. Я не знаю. На мой взгляд, девушка должна быть открытой и отдаваться дружбе или другим каким-либо отношениям полностью. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Приглашаем участников под номером 8. Скажите, от чего ваши глаза в последний раз искрили счастье? Спасибо большое за вопрос. Если честно, я за кулисами вчера встретил была девочку, у нее глаза такого цвета, что я ей сказал, что у тебя, неужели у тебя это линза? Она сказала: нет, это глаза. У меня так глаза заискрились. Покрылись тем цветом, какие были у нее на глазах. Спасибо. А теперь под бурные аплодисменты проводим наших парней. Ну что же, если вы считаете, что наши конкурсанты по достоинству преодолели интеллектуальный конкурс, можете поаплодировать.
Кроме того, уважаемые зрители, через несколько минут и вы сможете поучаствовать в определении наших номинаций. Ведь именно вы будете голосовать за то, кто же достоин сегодня называться мистером зрительских симпатий. Поэтому приготовьтесь, от вашего решения сегодня зависит судьба наших участников. Наш университет отличается организацией самых разных творческих проектов, которые сделаны с душой, как, например, сегодняшний конкурс. Поэтому сейчас настало время самых душевных, творческих номеров наших конкурсантов. Итак, мы выступаем в сцену участнику под номером 1 Даниэлю Гайнудинову. С юных лет открывала душу, помогал и спасал, не слушал тех, чьи помыслы были ужасны, кто потратил себя напрасно. Лишь родные и близкие рядом понимали меня, как награда, каждый голос, что рядом со мной. Посмотри на меня, я живой. Я стою перед вами на сцене, сотни верящих глаз, как спасение. Если вы за меня, я за вас. Вместе мы все пройдем. Верю в нас. Верю так же, как верите вы. В этот миг достигаю мечты. Победить — это цель, это шанс. Стать чуть лучше, чем здесь и сейчас. Закрываю глаза, вы со мной. Верю в это. И снова в бой. Приглашаю на сцену участника под номером 2 Урала Минибулова. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on
to love I did. Участник под номером 3 Вадим Ярмухаметов. Всем добрый вечер! Слушайте, вы наверняка задались вопросом, почему я опять в военной форме. Объясняю. Похлопайте те, кто слышал про аккредитацию Башгу. То есть все слышали, да? То есть все прям готовы. Лично у меня очень много долгов. Сейчас еще долг перед Родиной. А вы замечали, что парни на матфаке уже ходят строем? Аккредитация забирает лучше. Ладно, расслабьтесь, на самом деле я не отчисляюсь, я надел бойцовку по другой причине. Просто обычно на таких мероприятиях в жюри присутствует Сухарева Ирина. А, ее здесь нет? Ну ладно, как говорится, главное не победа, главное участие. Удачи, ребята! Первое время мне было сложно, потому что я реально вступил в РСО. Я думаю, что я не дотягиваю, я думаю, что я не смогу решить эти архисложные задачи, но потом я взял себя в руки и сказал: белье брать будете? Ну вы поняли, вижу цель, не вижу преград. В универе у меня вообще все схвачено. Я самый активный в группе риска по диабету. Ну по мне видно, что я сладкий мальчик, да? Хотя, мне кажется, слаще только мистер из геофака. Теперь давайте поговорим серьезно. Говорят, что армия – это школа жизни. Это проверка на прочность. Я думаю, что жизнь сама – это проверка на прочность. И сейчас я вам на своем примере это покажу. Проходя свой жизненный путь, я боялся задеть чувства людей. Но, к сожалению, они не боялись задеть чувства мои. И все происходило примерно так. Мне говорили, кто рожден ползать, летать не сможет. Мне было страшно упасть в чьих-то глазах. Я прятался от внешнего мира, но я благодарен этим препятствиям. Я стал сильнее. Я забрался выше. И я сейчас здесь перед вами. Я не убегаю от трудностей. Потому что я здесь. Я с вами. Спасибо. Завьялов расшибся.
аплодисменты участника номер 4 Александра Поезжалова. Ты просто силуэт, так далеко в чужих руках. И если спросишь мне все равно, пусть будет так. Забудь, как страшный сон, мы тут не первые. Подали собственным демонам, неверный я, но ты первая. Наш дивный мир лишь гипербола, запретный плод так сладок, сколько можно дальше падать. Я сквозь бутылку тебя трезво, мне не надо. Очень твои цифры, я скидываю их, чтоб не спалиться. Нам стоит перестать их удалить все носу. Я же помню твои цифры. За окном суета, паранойя. Знаешь, будь что будет, детка, нарисуем вместе. Свой финал, он грустный, детка, мне в золотой клетке. Нам страшно нужен ключ. На кого ты потратишь свой последний день, если не завтра? Остальное не знаешь ничего. Ложь. Правда. Ты на кого ты его потратишь? А? В этом мире текст без тебя. Я тону и в бедности без тебя. В этом мире текст. В этом мире текст без тебя. В этом мире текст без тебя. Я тону и в бедности без тебя. В этом мире текст. Дамы и господа, аплодисменты, давайте еще. Говори не о любви, а о чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим. А теперь молчим. А именно что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени. Будучи друг другом найдены, но для целого мира потерян. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верил. Я всегда ненавидел то, что в тебе осталось. И сколько же зла еще, и сколько добра еще. Мы могли бы с тобой пережить, надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет? Прощай. Я тебя прощаю.
Приглашаем на сцену участника под номером 6 Артема Поминова. Вторник, 12 часов дня, некое отделение банка. Ну что, сынок, так и сидишь сидим целый день, да? Ты б работу лучше нашел. Дед внимательно смотрел на охранника. Ой, дед, давай иди отсюда, и без тебя проблем хватает. Да? Ну тогда слушай. Блокируй двери и жалюзи опусти. Не понял. Охранник обернулся и прямо на уровне лба увидел ствол пистолета. Ты, сынок, главная ошибка, не репенься. Я с этой пуколки раньше 40 метров 5-копеечную монету попадал. Говорю, двери блокируй, жалюзи опусти. Охранник нажал 2 кнопки на пульте, и в холле банка наступила абсолютная тишина. Внимание! Я никому не причиню вреда, но это ограбление. Лень, что это ты удумал? Сбрендил окончательно на старости лет. Дядь, вас же милиционеры убьют. Они всегда бандитов убивают. А меня, внучек, нельзя убить, потому что давненько уже убили. На столе в кассе раздался звонок. Посетитель снял трубку. «Добрый день», — сказал майор. «И тебе не хворать», — ответил посетитель. «Как я могу к вам обращаться?» «Строго, по уставу и по званию. Полковник я, так что и обращайся, товарищ полковник». «Товарищ полковник, мне бы хотелось узнать, сколько у вас заложников, ну и каковы ваши требования?» «Майор, заложников у меня пруд-пруди, ну а теперь сами требования. Возле входа в банк стоит мусорник. Направь туда кого-нибудь, в нем конверт, найдете, в котором все мои требования». Посетитель положил трубку, и через несколько минут снова раздался звонок. «Товарищ полковник, мы нашли ваши требования. Это что, шутка?» «Нет, нет, майор, никаких шуток там нет. Все, что написано, все на полном серьезе. И лично проследи, чтобы все до мелочей было выполнено. И главное, чтобы ремень кожаный, чтобы запашка, а не эти ваши пластмассовые. Я Леньку поди уже лет 30 знаю», — миловидная старушка шептала кассиру. Да и с женой с его Верой мы общались. Она, правда, лет 5 назад умерла, а он один остался. Ленька же всю войну прошел до самого Берлина, а так послевоенным и был. Ему жена его, Вера, каждое 9 мая праздник устраивала. В тот день договорилась с местным кафе, чтоб стол накрыли с шашлыком. Ленька страсть, как его любил. Посидели, поговорили, все вспомнили. А когда вернулись, ограбили их квартиру. У них и грабить-то нечего было. Что со стариков-то возьмешь, что ограбили? Взяли самое святое, все Ленькины награды и увели Ироды. Он в милицию, а там рукой махнули. Мол, дед, давай иди отсюда. Без тебя проблем хватает. Вот так это дело и знали. На столе в кассе снова раздался звонок. Посетитель снял трубку. «Товарищ полковник, все сделано, как вы и просили, на крыльце банка лежит». «Спасибо тебе, майор, и прошу. Последняя просьба. Дай мне слово, что дашь пройти мне 100 метров, и меня никто не тронет». «Хорошо. Даю слово. Удачи тебе, отец». Старик положил пакет на стол, аккуратно разорвал его. На столе лежала парадная форма полковника. Через 5 минут в холл банка вышел пожилой мужчина в парадной форме полковника. «Вы простите меня. Я ведь не со зла, за необходимостью. Дядь, смотри, чтобы тебя там не убили. А меня, внучек, нельзя убить, потому что давненько уже убили. Убили, когда забрали мою веру, когда забрали мою историю, когда не захотели искать мои награды. А что есть награды для ветерана? Это память, которую надо хранить и оберегать. Спасибо всем, что поняли меня». Старик направился к выходной двери, как-то странно пошатнулся, и мужчина в темной рубашке буквально за секунду оказался подле него. «Стой, отец, я с тобой пойду». «Нет, нет, сынок, это не твои 100 метров. Мои, отец, еще как мои. Я афганец». Дверь, ведущая в банк, открылась, и на пороге показался мужчина в парадной форме полковника, которого под руку вел мужчина в темной рубашке. И как только они ступили на тротуар, с динамиков заиграла песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Дед шел, улыбался и считал. 1, 2, 3, 4, 5.
Никогда еще в жизни у полковника не было таких дорогих и важных его сердцу метров. И он продолжал считать. 46, 47, 48. Он все тяжелее напирался на руку афганца, но продолжал считать. 96, 97, 98. Он с трудом сделал последний шаг, улыбнулся и тихо сказал: 100 метров. Я смог. На асфальте лежал старик в парадной форме полковника. Его глаза неподвижно смотрели в весеннее небо, а рядом на коленях плакал афганец. Участник под номером 7 Артур Габасов. Ladies and gents, this is the moment you waited for. Searching in the dark, this whistle through the floor. Buried in your bones, an ache that you can't ignore. Taking your breath, staying in your mind, and all what was real is left behind. Don't fight it, it's coming for a running action. It's only this moment that there was something. Your favorite dream that you see is getting over. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's not, it's real.
Oh, this is the greatest show. We light up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, singing over you. Oh, this is the greatest show. Colors of the countries, we're dancing the wind. With the lights get down in the crowd, it's a soul slim. Somebody is coming for riding us down. He's on it, he's coming, look, there's something so fun. He's gonna go shining and it's a good show. Just to ride it, cause he's calling you the want to go. It's time to run the color lights. Let's run away to running at night. Impossible come true, he's replicating you. Oh, this is the greatest show. We light up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching us come true, he's taking over you. Oh, this is the greatest show. Встречаем бурными аплодисменты участников под номером 8 Руслана Зиязова. Я в театральном обучался. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я правила усвоил все. Вначале надо быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига между слов и со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей, мол, я-то понял, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем интригу постепенно, необходимо нагнетать, и делать это надо плавно и с поворотом головы, произнося слова быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая четко, не запинаясь, не бубня, рукой вот так вот помогая, показывая как бы что, накал страстей уже в процессе, что кульминация вот-вот. И распростерши руки к залу, слова чекани словно шаг, чтоб буква каждая слетала орлом двуглавым с языка. И даже если будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечая их, ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом делить слова на слоги, орать да так, чтоб дрогнул зал. Внезапно только громкий шепот, и будет он мощнее, чем крик. Как только перешел на шепот, еще раз крикни, чтобы у всех дыхание перехватило. А сам что дальше вспоминай. И пауза. Ты вспоминаешь. И дальше вот еще одна. Офигеваешь, как бы сам ты, как круто ты сейчас орал. И обороты сбавить нужно. Слова раздельно говорить. Все так же четко, но раздельно, выдавливая как бы их. Дышать при этом нужно часто, как будто после боя ты, как будто 1000 километров бежал по лесу с рюкзаком. Еще при этом очень важно, что происходит на лице. Глаза на ровном месте. И брови, чтоб вот так. Слова все тише, реже. Даже проникновение куда-то. Мурашки побежали, чтобы слеза. Когда финал уже очевиден, закрыть глаза и голову спустить на грудь, чтоб зритель понял. Конец стиха. Аплодисменты!
Ну что, давайте еще раз поаплодируем всем участникам этого конкурса. Ну, сейчас мы узнаем, кто лучший по вашим овациям и аплодисментам. Итак, кто сегодня пришел поболеть и поддержать Айдара Асляшева? Артема Помидова. Да, господа, дело в том, что у нас сегодня участвуют и сражаются еще и филиалы Стерлитамакский и Сибайский, поэтому давайте отдельно филиалам поаплодируем. Им сложно вести группу поддержки, но тем не менее, я надеюсь, что в ваших лицах и ваших аплодисментах они найдут свое тепло и свою поддержку. Итак, кто сегодня пришел поболеть и поддержать Артура Капасова? Так, мы еще ничего не раздаем, уважаемые помощницы, мы ничего еще не раздаем, только после моего объявления. Спасибо большое. Ну а теперь, если наши ребята за кулисами готовы, ребята, вы готовы? Говорят, что готовы. Итак, под ваши бурные аплодисменты. Вечернее дефиле смокинга. Поехали! всех участников этого потрясающего конкурса. Наши, по-настоящему могу использовать это слово, мистеры сегодня не просто старались, но и удивляли, по-настоящему удивляли каждого из вас. Наградите их еще раз аплодисментами, они этого достойны сегодня. Ну что, а теперь пришло время принимать решение. Наше многоуважаемое жюри, я прошу вас проследовать в специальную комнату для принятия этого самого решения. Давайте аплодисментами проводим наших судей сегодняшнего конкурса.
предстоит действительно очень сложное принять решение. Ведь мне кажется, что все участники сегодня представили грамотные номера, правильно ответили на вопросы и по-настоящему удивили. Поэтому сейчас они отправляются на заслуженный отдых. Не расслабляйтесь, помните, что вас ждет еще выход на эту сцену. Похлопайте и проводите ребят. Ну что ж, давайте громко поаплодируем этим ребятам, они этого заслужили! Чем дольше вы будете поддерживать своих участников, тем дольше он будет ждать свой приз. Поэтому мы вас услышали. А теперь очень хотим увидеть на этой сцене нашу судейскую коллегу. Итак, аплодисменты всем членам жюри. Просьба выйти на сцену всех членов жюри. Давайте поаплодируем. Аккуратно. Итак, уважаемые участники жюри, есть ли у вас какие-то слова? Если есть, я с удовольствием поделюсь с вами микрофон. Да, пожалуйста. Итак, прошу, Фаим Баязитович Мухамедович. Добрый вечер, уважаемые студенты, уважаемые гости, друзья и уважаемые участники конкурса. Мы с вами сегодня стали свидетелями яркого праздника. Я вас всем, во-первых, поздравляю. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, конкурсантам, которые не испугались в нашей силе мужества участвовать в этом прекрасном конкурсе. Я думаю, что данный конкурс будет проходить с вашего согласия, да, уважаемые? Уважаемый зал. Будете ежегодно? Я желаю конкурсантам, конечно, они все победители, но среди них, конечно же, мы выбрали более достойных. Я надеюсь, что они
ежегодно будет принимать участие и будет побеждать разных, не только в нашем конкурсе, но и в конкурсе разных вузов, которые будут проводить и различных мероприятий. Поэтому давайте пожелаем им дальнейших успехов не только в учебе, но и в творческой деятельности. Спасибо. Спасибо большое, Ваня Юрьевич. Слово предоставляется Елене Шейфуллиной. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще приятнее посмотреть на конкурсантов поближе. Они еще симпатичнее, оказывается, здесь на сцене. На самом деле, я спокойно говорю, хотя все время от начала конкурса до окончания дефиле хотелось кричать точно так же, как зрители в зале, группа поддержки. Вам огромное за это спасибо. Наверняка вы все понимаете, как ребята волнуются. Ну и, конечно, у нас у каждого свои фавориты. Жизнь такова. Никто не знает, как правильно. Главное быть счастливыми здесь и сейчас. Я думаю, ребята счастливы, подтвердят это, да? Я уже точно счастлива. Спасибо огромное за приглашение. Я хочу пожелать, уважаемые друзья, вам сил и энергии продолжать двигаться вот по этой жизни так, как вы себя сегодня вели. И надеюсь, что с кем-то мы уже встретимся в Московском театре, ну а с кем-то в других хороших местах. Огромное вам всем спасибо. Спасибо большое. Руслан Мартинов, пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Хотел бы поблагодарить руководство вуза за приглашение. Очень рад был этому приглашению. Посмотрел, как вы болеете, как ребята выступают. Хотел бы их каждого поздравить, поблагодарить. Очень все было смело, красиво. Ну и хотел бы пожелать им успешной учебы и всем вам. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, теперь мы переходим к награждению, но для начала позвольте пригласить на эту сцену организатора конкурса «Мистер Ваш год 2018» Дарью Гениатуллину. Поаплодируйте, пожалуйста. Уважаемые участники жюри, просьба вас оставаться пока в зале, оставаться в зале, спасибо. Оставаться на сцене. Итак, сначала мы вручаем дипломы в номинациях нашим уважаемым участникам. Итак, в номинации «Мистер Интеллект» дипломом конкурса «Мужество и таланты Мистер Ваш год 2018» награждается Александр Поезжалов. В номинации «Мистер Мужество» награждается Зиязов Руслан. В номинации «Мистер Совершенство» дипломом награждается Артур Габбасов. В номинации «Мистер Обаяние» награждается Урал Минитула. Огромная просьба всем участникам оставаться для памятной фотографии в центре нашей сцены. В номинации «Мистер Стиль» дипломом награждается Вадим Ермухаметов. В номинации «Мистер Оптимизм» награждается Даниэль Гайнутдинов. В номинации «Мистер Брутальность» дипломом конкурса «Мужество и таланта Мистер Ваш год 2018» награждается Айдар Асляшев. И, конечно же, памятное фото. В номинации «Мистер Оригинальность» награждается Артем Пуменов. Итак, дамы и господа, памятное фото. Итак, дамы и господа, номинации вручены, ну а теперь мы переходим к главным призам и подаркам сегодняшнего конкурса. Для начала я бы очень хотел пригласить на эту сцену мисс Башкортостан 2018 Эльмиру Шаихову. Итак, я думаю, Эльмир, ты готова? Мы готовы.
же очень хочу пригласить на эту сцену. Очень хочу пригласить на эту сцену Зухру Мухарямову. Давайте поаплодируем участнице нашего жюри. Итак, мисс студенчества России 2017. Правильно говорю? Правильно говорю, похлопайте, пожалуйста. Итак, дипломом в номинации «Мистер Дружба» награждается студент педагогического факультета Сибайского филиала Башку Артем Поминов. Номинация «Мистер Дружба». И памятную фотографию призами, со всеми призами и подарками. Еще подарочек, да. Итак, дипломом в номинации «Мистер зрительских симпатий». Сейчас мы узнаем, кто. Можно пока барабанную дробь организовать. В принципе, будем только благодарны. Итак, дипломом в номинации «Мистер зрительских симпатий» награждается Урал Минигула! Посмотри, какие прекрасные девушки награждают тебя сегодня. И, конечно же, памятное фото со всеми призами и подарками. Спасибо. Я попрошу выйти на центр этой сцены для награждения Елену Шарифуллину. Еленочка, прошу. Итак, с удовольствием вместе с тобой награждаем дипломом второго вице-мистера Башкирского государственного университета Артура Габбасова. Ваши аплодисменты. Денежные сертификаты от правкома, студентов и аспирантов Башку и многочисленные подарки. Приглашаю на центр этой сцены Руслана Нурдинова для награждения первого вице-мистера Башкирского государственного университета. Итак, первый вице-мистер Башкирского государственного университета по итогам сегодняшнего конкурса становится Александр Прижан! Из рук чемпиона России по хоккею и нашей прекрасной девушки, получающей подарки. И, конечно же, памятное фото. Итак, я приглашаю Павла Валентиновича Мухаммедшина на центр этой сцены для награждения, собственно, главного чемпиона. Итак, я умею тянуть интригу, я ее немножко потяну. Итак, дипломом за победу в нашем конкурсе и званием «Мистер Башгу 2018». Званием, которым мы не награждали очень-очень давно. Сегодня, наконец, награждается Айдар!